Чеченцы, компактно проживающие в Грузии, в частности в Панкисском ущелье, являются потомками известных тейпов Горной Чечни – Дышни, Нашхой, Мялхой, Хылдехрой, Терлой, Экки, Шикарой, Харачой. Мы сохранили свой язык и традиции, а также традиционную одежду. Есть лишь мелкие отличительные детали, которые, по-видимому, возникли в результате близких отношений с грузинами. Мужская и женская одежда отличались изящностью, скромностью. В Панкисии мужчина носил под черкесской бешмет. Бешмет овдал был короче черкески. Спереди от шеи до талии он застегивался на маленькие, оплетенные нитью пуговицы. Наряд мужчины подчеркивал его мужественность и пригожесть, поскольку он придавал этому большое значение. По мере возможности ткани выбирались качественные и приятные на вид, однако они отличались простотой, без излишней мишуры. С особенной любовью чеченец относился к оружию. Его пояс с кинжалом был всегда отменной выделки. При нем также был добрый конь и ценное седло. Одежда и конная упряжка отличались своей особенностью. С внутренней стороны краски были намного богаче и ярче, чем с внешней. Например, подкладка, внутренняя сторона манжет воротников всегда были подбиты более дорогими и красочными тканями, нежели внешняя часть одежды. Бешмет, говтал, носили как под черкесской, так и отдельно. Ворот всегда был стоячий. Обычно по обеим сторонам нашивались карманы разных размеров, иной раз даже двойных, по усмотрению и желанию хозяина. Воротники и манжеты, как правило, были стеганными. Это делалось для того, чтобы они лучше сидели. Передняя часть окантовывалась тесьмой сверху донизу. Это придавало ей декоративный вид и прочность. Детской одежде в старину не уделяли особое внимание. Ее шили из старой и ношенной одежды или из дешевой ткани. Выкройки изготавливались тоже из ткани. Рождение ребенка было большой радостью в семье, и с этим событием было связано несколько традиций. Например, когда новорожденного впервые укладывали в колыбель, головку обматывали лоскутом отцовской рубахи – йоулак, а также надевали на него рубашку, сшитую из отцовской рубахи. Под матрас люльки клали маленький ножик, чтобы мальчик вырос бесстрашным молодцом. Одежда на чеченском называется духар, как и бедер. Также употребляется и термин барзак, барзакаш.